Аслан, ты молодец, что говоришь мне, Анзор, и держишь их в напряжении. Я их вообще, когда-то, если вы помните, вы можете просмотреть эфиры, там, старался не называть их имена, но когда они полезли с оскорблениями, потом с угрозами, я говорил об этом много раз, тогда я хорошенько дал им жару. Вот. Я скажу, когда я дал этого жару, в мае этого года, когда я даже сказал, что Кадыров не предатель. Ну, старший имеется в виду. Нет, он не предатель. Он враг чеченского, был врагом чеченского народа. Понимаете? Вот оттуда и пошло все. Но сейчас там кто-то будет к себе это приписывать. Нет, это не так. У них не хватило мозгов просто подумать, так, лучше мы не будем трогать Анзора. А теперь тронули. Они уже ва-банк идут. Ну, там уже истерия пошла. Они в панике, они в шоке, не знают, что делать. Вот, и мы по последним событиям можем так говорить, что да, действительно, это почти агония. Почти. Хотя до этого я 21 год занимался этими вопросами. Люди, которые знакомы со мной, знают меня, прекрасно помнят, чем я занимался, на каких конференциях был, кому, где, что там и так далее. Ну, работал в информационной войне. Вот. Ну, Аллах видит все это. Тим Вольфберг, нападками на родственников они пытаются отдалить от себя день от их конца. Поэтому и так паникуют, прибегая к абсурдным действиям. Они настолько тупые, что не понимают, что только усиливает гнев людей. Вот именно. Я вижу этот гнев сегодня. И все вот происходит очень быстро, вот эти последние события, все так быстро идет. Я думаю, что это к чему-то и идет. Видимо, они уже прошли вопрос фильтрации от Всевышнего Аллаха. Может быть, это уже почти день их конца. И тем самым вот нападками на родственников, чтобы они делали какие-то громкие заявления, или же нанимать киллеров, там, отправлять в другие страны, совершать эти преступления, убивать своих критиков. Вот. Этим они как-то пытаются удержаться позорной должности предателя. И это не поможет, потому что люди знают, кто они, что они делали, и видят их действия. Люди видят, что они стали хуже врага, имеется в виду российских оккупантов. И именно с их приходом начались вот эти публичные унижения, истязания своего народа. Такого у нас никогда не было в чеченской истории.